Здравствуйте, ребята-пятиклассники! Начнем с вами урок русского языка. Сегодняшняя наша лексическая тема «нужно» и «можно». Грамматическая тема «глагол», который обозначает действие без указания на время, род, лица и числа. Это неопределенная форма глагола. На этом уроке вы узнаете, как обозначать действие без указания на время, род, числа, а также научитесь обозначать действие без указания на время, род, лица и числа, употребляя глаголы в неопределенной форме. Давайте сначала вспомним, что такое глагол. Глагол – это, как вы угадали, часть речи. Глагол обозначает правильное действие предмета. Глагол отвечает на вопросы «что делать?», что сделать, что делал, что сделал, что будет делать и другие. В предложении глагол является сказуемым. Глаголы изменяются по числам и временам. Давайте теперь немножко поработаем по картинке. Рассмотрите рисунок. И давайте попытаемся ответить на эти вопросы. Что нужно делать этой девочке и что можно делать. Книгу нужно читать, лейкой можно поливать, бадминтоном можно играть. Теперь выделим глагол. Читать, поливать, играть. Что делать? Читать. Что сделать? Поливать. Что делать? Играть. Если глаголы отвечают на вопросы «что делать?», «что сделать?», они стоят в неопределенной форме. Это номалум шакер. И оканчивается на «те», «ти», «че». Например, что делать? Слушать. Что делать? Нести. Что делать? Беречь. И что сделать? Послушать. Что сделать? Принести. Что сделать? Сберечь. Такой глагол не показывает ни времени, ни числа и ни рода. С помощью приставок и суффиксов образуются глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать». Например, чистить. Что делать? Чистить. Суффикс «тя». И почистить. Что сделать? Почистить. Приставка по. Бежать. Что делать? Бежать. Суффикс «те». И убежать. Что сделать? Убежать. Приставка у. Бить. Что делать? Бить. Суффикс «те». И побить. Что сделать? Побить. Приставка по. Лить. Что делать? И залить. Что сделать? А теперь работаем по учебнику. Откройте страницу 41. Выполним первое задание. На этом задании мы должны правильно дополнить предложение. Вместо точек должны подобрать правильное слово из заданных. Первое предложение. Каждый ученик должен что делать книги в библиотеку в срок? Возвращать. Каждый ученик должен возвращать книги в библиотеку в срок. Следующее предложение. Из школы домой нужно что сделать вовремя? Возвращаться. Из школы домой нужно возвращаться вовремя. Следующее предложение. Учебники нужно что делать? Беречь. Учебники нужно беречь. Следующее предложение. Нужно что делать от простуды? Беречься. Нужно беречься от простуды. Следующее предложение. В мое расписание уроков не должно что делать? Изменяться. В мое расписание уроков не должно изменяться. И последнее предложение у нас. Мы не хотим что делать с расписанием уроков? Изменить. Мы не хотим изменить расписание уроков.
А теперь давайте немножко поиграем. Игра называется «Самый внимательный». В этой игре вы должны найти глаголы неопределенной формы и записать. Эти глаголы: ходить, ходит, кость, косит, косить, кровать, нести, носят, носить, скатерть, стричь, плести, кости, ногти, вести, грусть, лошадь, медь и стеречь. Записали? А теперь давайте проверим вашу работу. Глаголы неопределенной формы — это ходить. Что делать? Ходить. Носить. Что делать? Носить. Косить. Что делать? Косить. Стричь. Что делать? Стричь. Стеречь. Что сделать? Стеречь. А теперь перейдем выполнять задание по учебнику на странице 143. Задание 5. Перед тем, как выполнить это задание, давайте вспомним, в каких случаях пишется мягкий знак в глаголах. В глаголах, которые отвечают на вопросы «что делать», «что сделаешь», «что сделаете», мягкий знак пишется всегда, первый случай, в неопределенной форме глагола. Надо помочь. Что делать? Помочь. Надо стричься. Что сделать? Стричься. Во втором случае, в глаголах второго лица единственного числа. И в третьем случае, в глаголах повелительного наклонения. А теперь прочту вам 5 задание. Вставьте, где нужно, мягкий знак. На первом разделе. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно заниматься спортом. Подумайте, тут нам нужно ставить мягкий знак или нет? Утром обливаться водой. Нужно ставить мягкий знак или нет? Зимой нужно кататься на коньках и ходить на лыжах. Поставим мягкий знак или нет? Летом нужно купаться, побольше плавать. Нужно ставить мягкий знак или нет? Нужно вовремя ложиться спать. Будем ставить или нет? Теперь во втором разделе. Что делает Бакыт? Что делают ребята? Бакыт занимается спортом. Ребята занимаются спортом. Тут вместо точек будем ставить мягкий знак или нет? Подумайте. Второе предложение. Бакыт по утрам обливается холодной водой до пояса. Ребята по утрам обливаются холодной водой до пояса. Вместо точек будем ставить мягкий знак или нет? Зимой Бакыт катается на коньках и ходит на лыжах. Зимой ребята катаются на коньках и ходят на лыжах. А тут будем ставить мягкий знак вместо точек или нет? Подумайте. Летом Бакыт купается в реке. Летом ребята купаются в реке. Тут тоже будем ставить или нет? Бакыт вовремя ложится спать. Ребята вовремя ложатся спать. Будем ставить мягкий знак тут или нет? Подумайте. Надеюсь, вы выполнили это задание. А теперь запишите домашнее задание. 7 задание на странице 143. На этом задании вы должны, рассмотрев рисунки,
писать о ваших планах. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание.